Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о деяниях. У деяний, если так сопоставить, например, деяние – это зернышко, которое мы сажаем весною и ждем, что будет урожай ближе к осени или летом. Вот у каждого деяния должно быть 3 охранника. Абу-Лейс Самарканди, большой ученый, духовный наставник, он в одном из своих советов говорит, что как минимум 3 охранника или 3 щита должно быть у каждого нашего благого деяния. Во-первых, это должно быть щит искренности. Бывает так, что, например, человек начинает делать, он это делает искренне, но потом потихоньку эти деяния становятся уже не настолько искренними. Он делает это для того, чтобы, например, похвалили, рукоплескали ему, чтобы достичь каких-то положений в обществе или каких-то материальных благ. И таким образом это дело, оно становится пустым. Как зернышко, которое положили в землю, не поливали, оно выгорело и опустело. Из этого зернышка никакого росточка мы не получим и плодов не увидим. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, передается от Муаза, радийаллаху анху, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что Аллах Та'аля создал небеса и землю, и между ними, то есть Он создал 7 степеней небес, или 7 этажей, по-простому говоря. И на каждом уровне неба Он поставил охранника, ангела. И когда ангелы, которые нас охраняют, которые постоянно находятся с нами и записывают наши деяния, в четверг они отправляют книги деяний Всевышнему. Первый страж небес спросит: с чем вы пожаловали? На что ангел скажет: мы несем благие деяния такого-то раба, эти деяния осветили небеса и землю. На что ангел скажет: нет, да, деяния были, но эти деяния я не пропущу. Почему? Потому что у этих деяний не было искренности. Они выполнены были ради довольства людей, не ради довольства Всевышнего. И эти деяния будут возвращены обратно. Так вот, дорогие друзья, первый щит или первая заслонка, которая защищает наши деяния, наше зерно поклонений, это искренность. Второе – это работа над своими недостатками или воспитание своего нафса, я бы сказал. Абу-Лейс Самарканди говорит, если человек не работает над собой, над своими ошибками, над своими пороками, то рано или поздно эти пороки начинают опустошать кладовые его благих деяний. И в хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, например, один из пороков, один из таких негативных проявлений человека, если человек не работает над собой, не воспитывает свой нафс, это зависть. Очень распространенное явление. И всегда это, наверное, было у тех, кто не работает над собой. Вот Абу-Лейс Самарканди говорит, что зависть, например, или другой порок, он очень опасен. И в хадисе описывается, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ау кама кааля, аль-хасаду та'кулул хасанат, кама та'кулун нару аль-хашаб». Поистине, зависть, черная зависть, она съедает деяния человека, опустошает кладовые его деяний. И приводит пример пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, подобно тому, как вы кладете дрова в огонь, и этот огонь, поедая эти дрова, превращает в маленькую горстку пепла. Так вот, если вы хотите, чтобы ваши деяния, они не просто сохранялись, а давали свои прекрасные плоды, и вы радовались в этом и следующем мире вашим деяниям и поступкам, нужно обязательно, чтобы у нас был еще и второй щит. А также есть третий щит. Третий щит – это щит, в котором мы должны
перевоспитав себя, у нас должно появиться отсутствие восхищения или самолюбования, наверное, можно сказать. Описывается Адамуль Фахри, когда человек гордится своими деяниями, он возносится, он становится гордецом, начинает сам себя нахваливать. Это тоже очень страшная болезнь, когда человек начинает восхищаться своими благими поступками, эти благие деяния, они тоже становятся больными. Дорогие друзья, пусть Всевышний удостоит каждого из нас, чтобы у нас появились эти 3 охранника наших деяний, как минимум. И пусть Аллах удостоит каждого из нас чести, увидев наши деяния, наши благие поступки, радоваться как в этом мире, так и в следующем, иншаллах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До скорых встреч.